Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар по методическим рекомендациям по организации образовательного процесса, образовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов всероссийских проверочных работ, которые проходили в сентябре-октябре 2020 года. Цель этого вебинара, коллеги, ознакомить вас с тем, какой формат обучения, какой формат работы предполагается в образовательных организациях по результатам проведения всероссийских проверочных работ и с целью нивелировать те сложности, которые возникают у обучающихся при выполнении всероссийских проверочных работ, при подготовке к всероссийским проверочным работам, и помочь вам, коллеги, выстроить ваш индивидуальный график сопровождения как отдельного обучающегося, так и целый класс при подготовке к всероссийским проверочным работам. Фактически сегодня мы рассмотрим с вами определенный некий такой план действий, как необходимо работать с результатами, анализировать и так далее. Методические рекомендации были разработаны в соответствии с законом об образовании в Российской Федерации, с правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации, ну и с нормативно-правовыми актами, подведомственным Министерству просвещения Российской Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Цель этих методических рекомендаций – это оказание методической помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов всероссийских проверочных работ. Как вы помните, всероссийские проверочные работы в октябре проводились в целях, во-первых, осуществления входящего мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования, совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества образования в образовательных организациях и корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020-2021 учебный год. Вы помните прекрасно, что мы сейчас говорим про те всероссийские проверочные работы, которые проходили именно в этом учебном году. В них участвовали с 5 по 9 классы, и вы помните, что в этом году 9 классы участвовали в ВПР впервые. Перечень предметов представлен на слайде. Это и русский язык, и математика. И понятное дело, что 5 классы, если 5, то есть все классы писали за предыдущий год обучения. То есть 5 классы за 4, 6, соответственно, и так далее, и так далее. В этих методических рекомендациях представлены особенности реализации образовательных программ основного общего образования в общеобразовательных организациях на основе результатов всероссийских проверочных работ, проведенных, как я уже говорила, в сентябре-октябре 2020 года. И для эффективной организации и корректировки образовательного процесса общеобразовательным организациям всех уровней рекомендуется составить план мероприятий, некую такую дорожную карту по реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования, проведенных на основе тех сложностей и проблем, которые были выявлены в ходе всероссийских проверочных работ. Эту дорожную карту, пример дорожной карты мы рассмотрим с вами в конце вебинара. Провести анализ результатов всероссийских проверочных работ необходимо, и наши федеральные коллеги рекомендуют, начиная с каждого обучающегося. В принципе, мы все это с вами прекрасно знаем и делаем, когда мы забиваем табличку, какие задания выполнил обучающийся, какие не выполнил, и анализируем, собственно, те знаниевые компоненты, умениевые компоненты, которые сформировались, компетенции, которые сформировались у обучающегося. Поэтому фактически вы это уже делаете. Далее каждый класс, каждая параллель и в целом общеобразовательная организация. При этом, коллеги, учителя-предметники и школьные методические объединения в срок, коллеги рекомендовали до 1 декабря
но мне кажется уже, что не поздно и до конца этого учебного года, до конца этого календарного года, то есть до конца декабря. Кто-то уже сделал это, я знаю, что результаты были вам представлены. Проводит анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5-9 классах по учебным предметам каждого обучающегося, повторяю, класса, параллели и общеобразовательной организации в целом. В результате проведенного анализа определяются проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося класса или параллели, либо же в целом образовательной организации по каждому учебному предмету, по которой выполняется процедура всероссийских проверочных работ. И на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившие разные баллы за работу. И результат такого анализа оформляется в виде аналитических справок, в которых отображаются дефициты по конкретному учебному предмету, опять-таки же в разделе «Каждый обучающийся», «Класс», параллель и образовательная организация. Анализ результатов всероссийских проверочных работ этого года. Институт развития образования, мы приступили как раз к работе по анализу результатов всероссийских проверочных работ. И практика прошлого года нам показывает, что фактически, коллеги, бывает ситуация, что определенные умения, метапредметные компетенции не сформированы у обучающихся не только одного класса, параллели или по одному предмету, но по нескольким предметам, ну, коль скоро это метапредмет, и не сформированы в ряде случаев у нескольких параллелей класса. И в данном случае возникает вопрос, если это дети у разных педагогов, то с чем это связано? И вы-то своих классы и коллег знаете, поэтому на школьных методических объединениях очень хорошо было бы все эти проблемы обсудить. Далее, после того, как вы закончите с этапом анализа результатов всероссийских проверочных работ, можно перейти уже к этапу организационно-методическому. Что он в себя включает? Необходимо, конечно же, внести изменения в рабочие программы и по учебному предмету, по учебному курсу, в части учебного плана, формируя участникам образовательного отношения, и в курсах неурочной деятельности. В срок до... Федералы нам рекомендуют до 1 декабря, но здесь это уже локальные акты вашей образовательной организации, как будет у вас написано в приказе. Учителя предметики вносят соответствующие изменения в соответствующий раздел рабочей программы. Это планируемые результаты и содержание учебного предмета. Это может быть, конечно же, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Все эти необходимые изменения должны быть направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение тех самых планируемых результатов, освоения основной образовательной программы начального общего или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету либо учебному курсу. Изменения, вносимые в рабочие программы по учебному предмету, могут быть утверждены в виде приложения к рабочей программе по учебному предмету. Изменения, вносимые в рабочие программы по учебному курсу, точно так же могут быть утверждены в виде приложения к рабочей программе по учебному курсу. И изменения, вносимые в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности, также у нас, собственно, могут быть утверждены приложения. Приложение к рабочей программе содержит изменения в части. И тут мы говорим про 4 части. Это планируемые результаты, это содержание, это тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, и учебно-методическое или материально-техническое обеспечение при необходимости. Приложение с изменениями к рабочей программе разрабатывается учителем-предметником, рассматривается на школьно-методическом, на уровне школьного методического объединения, согласуется и у курирующего заместителя руководителя образовательной организации, то есть, как правило, это заместитель директора по учебной деятельности, и утверждается руководителем общеобразовательной организации.
Утвержденные приложения рекомендуется разместить в соответствующем разделе на сайте общеобразовательной организации для того, чтобы все участники образовательного процесса были с ними знакомы. В рамках учебных предметов дополнительные часы на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов, освоение основной образовательной программы, начального общего и основного общего содержится в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному предмету. Могут быть внесены изменения в части резервного времени, уменьшение количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания, включение в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре 2020 года были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося класса, параллели, либо всей общеобразовательной организации. И то, что я вывела на отдельный слайд в рамках учебных курсов, как реализация части учебного плана, формируя участников образовательных отношений и курсов внеурочной деятельности во второй четверти или первой части второго триместра, все количество часов может быть отведено на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижения планируемых результатов, освоение основной образовательной программы начального общего или основного общего образования, которое содержится в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. Кроме того, коллеги, необходимо внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования. Учителя-предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя образовательной организации, это по учебной работе, по воспитательной работе, и руководители образовательной организации обеспечивают корректировку основной образовательной программы, основного общего образования в части обновления программы развития универсальных учебных действий путем внесения в программу необходимых ООД, характеризующих достижение планируемых результатов, освоение основной образовательной программы, начального общего и, если это необходимо, основного общего образования, который же содержится в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному предмету. Внесенные изменения рекомендуется рассмотреть на заседании педагогического совета общеобразовательной организации и утвердить приказом руководителя общеобразовательной организации. Кроме того, здесь на слайде представлен титульный лист, каким образом это можно сделать. Кроме того, необходимо оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам. Фактически, по решению образовательной организации учителя-предметники осуществляют внесение изменений в технологические карты, планы, конспекты и так далее учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств и современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов, освоение основной образовательной программы, начального общего или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по каждому конкретному учебному предмету. Скорректированные технологические карты учебных занятий должны быть согласованы с соответствующими изменениями, представленными в рабочих программах по учебному предмету на заседаниях школьных методических объединений и обязательно должны быть обсуждены с заместителем директора по учебной работе либо по воспитательной работе. Также должна проходить разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий. Также в кратчайшие сроки учителя-предметники с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по результатам выполнения ВПР, разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты по формированию умений, видов деятельности. Это могут быть предметные или обязательно метапредметные, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и начального и основного общего образования.
Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся позволят организовать и реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. Как только вы закончили организационно-методический момент, то, конечно же, мы переходим с вами к оценочному этапу. Необходимо провести учебные занятия с учетом соответствующих изменений, внесенных в рабочие программы по учебному предмету, либо курсу внеурочной деятельности. И, соответственно, во время второй четверти учителя-предметники организуют и проводят учебные занятия в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, либо учебному курсу, или курсу внеурочной деятельности. Те изменения, которые направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов, о чем мы уже ранее говорили. В процесс организации проведения учебных занятий необходимо включить формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, и связать освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные поля. Кроме того, необходимо внести изменения в положение о внутренней системе оценки качества образования. И здесь мы говорим, что надо это сделать в кратчайшие сроки. То есть, например, до 15 декабря учителя-предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя по воспитательной, по учебной работе или учебно-воспитательной на основе мероприятий, проведенных на этапе анализа результатов ВПР, предлагают к внесению в положение о внутренней системе оценки качества изменений по содержанию проведения текущей, технической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения данной программы, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. Внесение изменений в положение по внутренней системе оценки качества образования общеобразовательной организации необходимо согласовать, конечно же, на педагогическом совете общеобразовательной организации, утвердить планом руководителя общеобразовательной организации. Кроме того, в оценочный этап необходимо включить в состав учебных занятий для проведения текущей тематической промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений и видов деятельности. Фактически в период второй четверти учителя-предметники при планировании и реализации в образовательном процессе включают в состав учебных занятий для проведения текущей тематической промежуточной оценки обучения обучающихся задания для оценки несформированных умений и видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочных работ по конкретному учебному предмету. Мы с вами уже неоднократно об этом говорили, что необходимо, коллеги, потихонечку наши проверочные работы, наш текущий контроль, итоговое оценивание приводить в соответствие с теми заданиями, которые у нас отражаются во внешних оценочных процедурах. И, конечно же, необходимо провести анализ результатов текущей тематической промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования. Такой анализ проводится по результатам текущей тематической промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижения
И на основе внесенных изменений в третьей четверти вам предлагается провести уже оценочные процедуры на основе всех внесенных изменений. Результаты такого анализа оформляются в виде аналитического отчета, в котором отражена динамика сформированности у каждого обучающегося, выявленных по результатам ВПР, проблемных полей, дефицитов, умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов или освоение основного общего образования, которое содержится в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. Мы с вами уже неоднократно говорили, что необходимо вести учет, индивидуальный учет или такую карточку каждого обучающегося по сформированности тех или иных умений, видов деятельности, компетенций, которые у данного конкретного ребенка выявлены. Тогда, коллеги, нам будет гораздо легче выявлять те проблемные поля, которые сформированы у ребенка, и отрабатывать уже непосредственно с данным конкретным ребенком, давая ему индивидуальные задания, домашние задания, либо как-то выстраивая индивидуальную траекторию сопровождения каждого отдельного ребенка. И, конечно же, последний этап – это рефлексивный этап. Необходимо провести анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса, общеобразовательной организации на уровне основного общего образования на основе результатов всероссийских проверочных работ. Такой анализ проводится по результатам всех предыдущих этапов учителями-предметниками, руководителями школьных методических объединений, заместители руководителя по учебной и воспитательной работе и руководителями образовательной организации в конце третьей четверти или второго триместра и до начала либо следующей четверти или триместра. Результаты такого анализа оформляются в виде аналитического отчета, в котором отражена эффективность принятых мер, направленных на повышение образования, качество реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов всероссийских проверочных работ, которые были проведены в сентябре и октябре. Коллеги, я повторю, что мы начинаем более подробный анализ результатов всероссийских проверочных работ. Мы надеемся, что вы этот анализ уже, конечно же, выполнили. И наша задача, собственно, лишь вас несколько направить и показать общие тенденции в республике, общие тенденции по предмету, и что позволит вам сравнить ваши результаты с теми результатами, которые получились по республике и в целом по стране. Серию обучающих семинаров, онлайн-семинаров с возможностью подключения вас и лучшего опыта мы будем представлять, начиная уже с января 2021 года. А сейчас я позволю себе очень кратенько остановиться на том, как раз плане или дорожной карте, как мы ее называем, которая включает в себя все перечисленные мероприятия, которые я сейчас вам озвучивала. Даты здесь выставлены те, которые нам рекомендует Министерство на уровне федерации. Но, коллеги, фактически мы говорим о том, что данная дорожная карта или примерный план мероприятий по реализации образовательной программы начального общего, основного общего образования общеобразовательных организаций на основе результатов всероссийских проверочных работ, которые были проведены в сентябре-октябре 2020 года. Мы не берем 11 классы прошлого года, хотя анализ, когда мы сейчас будем делать, мы будем как раз брать все классы, начиная с 5 и заканчивая 11. Это, коллеги, примерный план разбит на те 5 этапов, о которых я уже говорила. Ответственные, вы видите, здесь прописаны ответственные, прописаны те результаты, которые предполагаются, и формат документа, который должен быть доступен для дальнейшего. Хочу обратить ваше внимание, что в видеозале, где размещается данная видеозапись, будут прикреплены данные методические рекомендации, и, кроме того, через электронный журнал они будут направлены во все образовательные организации Республики Коми. Поэтому посмотрите, изучите. Действительно, план мероприятий достаточно
подробный и очень такой конкретный в помощь каждому конкретному педагогу. Итак, так как я уже и говорила, первый этап аналитический состоит из проведения анализа результатов всероссийских проверочных работ по классам, по учебным предметам, в разрезе параллели и в целом по образовательной организации. Далее, как только мы, то есть такой алгоритм некий, провели анализ, посмотрели класс, параллель, предмет, образовательная организация. Дальше мы переходим с вами ко второму этапу. Это внесение изменений в рабочие программы по предмету. Далее мы вносим по учебному курсу и так далее, и вносим изменения в в неурочной деятельности, и вносим изменения в программу развития УУД в рамках образовательной программы основного общего образования. Оптимизируем методы обучения, организационные формы, средства, использование, может быть, каких-то там современных технологий педагогических по учебному предмету. Обязательно при всем этом мы не забываем о том, что при внесении всех изменений, что необходима преемственность обучения в межпредметных связях. Мы с вами в прошлом году при анализе была выявлена такая особенность. Например, умение анализировать текст. Дети замечательно демонстрировали это умение на истории, но не смогли продемонстрировать это умение, то есть процент демонстрации данного умения на математике, на географии был гораздо ниже. Мы уже неоднократно говорили, с чем это связано, поэтому здесь я останавливаться не буду, но тем не менее почему-то метапредметные умения у наших обучающихся чаще всего привязаны, простите меня за такое слово, именно к каждому конкретному предмету. И в этой связи возникает очень-очень много вопросов. То есть почему наши детки не могут перенести метапредметное умение с одного предмета на другой. Или та же самая работа с картой. Замечательно дети демонстрируют это умение на уроке география, но почему-то забывают его, приходя на, например, историю. Или точно так же, демонстрируя его на истории, еще меньше демонстрируют это знание на уроках обществознания, когда учитель задает какой-нибудь вопрос, там, например, где находится, не знаю, как там, какая-то определенная страна, пишите ее местоположение. Удивительное дело, то есть детки забывают даже такие элементарные моменты. Поэтому это очень важно. Кроме того, мы говорим не первый год о том, что необходимо разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе оценочных процедур. Но, к сожалению, коль скоро мы с вами все еще говорим о том, что это необходимо делать, то мы понимаем, что, соответственно, лишь малая часть коллег реализует данное направление деятельности. После того, как мы внесли все необходимые изменения, напоминаю, наступает третий этап, обучающий. Мы проводим учебные занятия по учебному предмету со всеми теми изменениями по учебному курсу в рамках внеурочной деятельности. И, конечно же, после этого наступает оценочный этап, четвертый. Мы вносим изменения в положение, как я уже говорила, о внутренней системе оценки качества, для того, чтобы не было разногласий между данными документами, потому что все оценочные процедуры, я напоминаю, должны быть прописаны как раз-таки в положении о внутренней системе оценки качества образовательной организации. Далее проводим текущие оценки обучающихся на учебного занятия по учебному предмету. Проводим тематические оценки обучающихся на учебных занятиях. Проводим промежуточные, это может быть четвертной, либо триместровый, либо полугодовой оценивание обучающихся на учебном занятии по учебному предмету, уже, конечно же, с теми изменениями, которые мы в них внесли. И также анализируем результаты. Напоминаю, что здесь везде прописаны конкретные сроки. Анализируем результаты, анализируем, сформировано ли у каждого конкретного обучающегося, удалось ли нам вот за эти
четверть, триместр или часть четверти, часть триместра, сформировать у обучающихся не сформированные ранее умения, навыки действий. Соответственно, анализируем, почему нам это удалось или не удалось. Но если вы отрабатывали индивидуальные траектории, индивидуальные маршруты выстроили по сопровождению обучающихся, то сложностей возникнуть не должно было. Ну и, конечно же, пишем рефлексивный этап, это анализ эффективности принятых мер по организации, это некий такой аналитический отчет, что нам удалось сделать, что нам не удалось сделать. Коллеги, фактически сегодня вот эти методические рекомендации мне открыли нам какой-то там Америки. Мы это с вами все прекрасно знаем, чаще всего делаем, но, к сожалению, практика показывает, что педагоги, заполнив вот эту вот табличку экселевскую, какие умения у детей сформированы, у обучающихся, какие нет, заполнив ее, благополучно забывает по принципу, а мы и так знаем, что там у нас Иванов не умеет делать то-то, то-то, или не знает то-то, то-то, а Петров там вот у меня силен в том-то. Коллеги, данный анализ позволит нам не только констатировать умения обучающегося в данный конкретный этап, но и проследить, какие умения у меня западают, потому что, опять-таки же, анализ результатов всероссийских проверочных работ прошлого года показал, что те умения, которые обучающиеся блестяще, по-другому не скажешь, на 90 с лишним процентов демонстрируют в начальной школе или в 5 классе, почему-то западают у нас в 7-8 классе. По тому же самому предмету, мы даже сейчас не говорим про метапредмет. Понятно, что особенности возрастные, есть развитие обучающихся, понятно, что есть иные особенности, там, изменение нагрузки, увеличение преподаваемых предметов, там, разделение, например, математики на алгебру и геометрию. Да, это все объективные причины, но, коллеги, есть и такие, также и ряд субъективных причин. Как раз наша с вами уверенность в том, что вот в 5 классе Иванов это хорошо знал, вот, значит, он и сейчас это знает. Наверное, произошел какой-то сбой. И все будет хорошо, то есть на следующей контрольной работе он продемонстрирует свои знания. Поэтому вот как раз-таки спрогнозировать проблемные поля у обучающихся позволит такая вот индивидуальная карта наблюдения за каждого обучающегося. Понятно, что первоначально это будет достаточно сложно. Коллеги, например, если вы участвовали в хакатоне или смотрели наши вебинары по критериальному оцениванию или по системе оценки качества, то вы слышали выступления наших томских коллег, которые этот процесс завели уже 4 года назад, когда на уровне республики создается система фиксации достижения планируемых результатов по каждому обучающемуся. Коллеги действительно отмечают, что это достаточно сложный процесс с самого начала, но при этом, то есть первоначально очень сложно забить всю имеющуюся информацию, но при этом в процессе заполнения, даже при переходе обучающегося не только из одного класса в другой, педагог, предметник может посмотреть, что у него было сформировано, там, например, в начальной школе, да, или что было у него сформировано в 6-7 классе, почему в 8 нет. Это очень облегчает жизнь, в том числе при переходе ребенка, например, от одного педагога к другому. Но эта система также доступна при переходе обучающегося из одной образовательной организации в другую. Согласитесь, нам было бы гораздо легче, если бы мы знали, какие детки к нам приходят. А для этого нам тоже надо с вами потрудиться. Поэтому давайте сделаем так, чтобы результаты всероссийских проверочных работ были нам в помощь и в помощь методическую и содержательную по нашей деятельности. По всем возникающим вопросам можете обращаться ко мне, либо в наш Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности, потому что оценочные процедуры подвязаны именно на нашем центре, и анализ этих оценочных процедур также занимается Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности Республиканского института развития образования.